день. Ну, во-первых, вопрос увеличения полового члена, размера полового члена, это вопрос очень абстрактный. Зачастую практически необходимости нет в этом. Я тоже сталкивался с подобными вопросами, пациентами, которые по каким-то причинам, то ли после каких-то особых кинофильмов, то ли после каких-то глупых рассказов друзей, считают, что он обязательно должен быть каких-то там критериев половой, орган, размеров и так далее. И все хотят почему-то, ну не все, а вот такие люди, которые интересуются, каких-то нереальных размеров. Во-первых, мы будем говорить сухо. Размер должен соответствовать тем требованиям, чтобы мог произойти половой контакт, получить сексуальное удовольствие как мужчина, так и женщина и произвести себе подобных, как Илья Мухин сказал. То есть репродуктивная функция должна выполняться. Это основное требование. Все остальное это уже такие фантазии и баловство. Поэтому вопрос увеличения это очень такой личный вопрос и относительный. Что касается средств, нужно всегда помнить о том, что реклама – это бизнес. Безусловно, на 100% верить никогда этому нельзя. Производителю необходимо продать продукт, и он будет говорить все, что угодно. Я лично в своей практике не сталкивался с людьми, которые получили этот результат. То ли мне не рассказывали, то ли я не знаю, или то ли его нет. Не могу ответственно говорить о результатах. Вот. Другое дело, что увеличение, вообще размер полового члена во время эрекции зависит от крови наполнения. И механизм действия подобных кремов возможен за счет стимуляции прилива крови. Вот. Но никак анатомически он не вырастет. То, какой длины у вас рука, такой она всю жизнь и останется. Какой длины у вас нос, таким он и останется. И то же самое, половой орган – это такой же орган, как ухо, как нос, как рука. Больше, чем Бог вам дал, он не станет, если только не прибегать к каким-то пластическим операциям, процедурам. Я полностью согласен, добавляю еще в дополнение к авторитету Олега Васильевича, добавляю свой авторитет, что ни разу за всю мою практику я не видел, чтобы крем мог увеличить половой член. Временное возбуждение дается методом раздражения и только. Все остальное хирургические методы лечения. Спасибо за вопрос, но опять-таки это, наверное, более компетентно Илья Мухинович пояснит. Да, если позволите, я отвечу на этот вопрос, поскольку по этому вопросу большее количество пациентов обращается ко мне. Значит, вред мастурбации или польза мастурбации зависит от того, насколько вы в состоянии обеспечить регулярную и нормальную половую жизнь. Как только подросток вступает в период половой зрелости, что девушка, что мальчик, они нуждаются в удовольствии. И удовольствие достигается тем или иным путем, теребя наружные половые органы. Как, подчеркиваю, мальчик, так и девочка. Нужно это в этот момент? Да, конечно, нужно, потому что орган работает, а как мы можем без этого обойтись? А если солдат в армии, что нужно делать? Запрещать ему это делать? Он все равно будет этим заниматься, потому что он вырос, он уже взрослый человек, ему нужна женщина. А если девушка не имеет возможности, парень уехал куда-нибудь, допустим, там на год, и только через год вернется с учебы, значит, ей же тоже нужно получать удовольствие. Вот она методом трогания половых органов получает удовольствие. Или в ванной, или в душе, или в туалете, уж где она там смогла себе найти уединение. Вреда в этом нет, и бояться этого не нужно. Другое дело, когда есть нормальная семья, нормальные половые отношения, мужчина вместо того, чтобы выполнять свои мужские функции, уходит и начинает мастурбировать в ванной, а потом приходит и говорит: ну я свое удовольствие получил, ты тоже можешь ложиться спать. Это вызывает скандалы и в конечном итоге крах семьи. Если женщина таким же образом, значит, получает удовольствие, а потом отворачивается спиной к мужу и говорит: делай, что хочешь,
Это тоже не ведет к тому, чтобы семья была нормальная, и, к большому сожалению, наши семьи такие распадаются. Это все ерунда, никакого значения постоянная мастурбация не приводит к снижению роста пениса. Пенис как заложен был вашим папой, дедушкой, прадедушкой, мамой, бабушкой, прабабушкой, такой он и вырастет. Еще раз ссылаясь на Олега Васильевича, при отсутствии травм каких-либо или каких-либо заболеваний, которые в детском возрасте у ребенка вызвали уменьшение полового органа. От мастурбации ничего не будет. Сколько угодно теребите палец с правой руки или палец левой руки, он никогда у вас не вырастет. Такое происходит, такое бывает. Это в таком возрасте, в раннем детском, это не патология. В общем-то, подтягивание яичка вверх одного или другого – это физиологический, это рефлекторный процесс. Другое дело, когда происходит стабильное, постоянное подтягивание и не возврат яичка, не опущение в свое нормальное место в мошонку, это уже является, конечно, вопросом для разбирательства и обследования. Повседневные текущие изменения уровня яичек может повышаться одно, понижаться, подтягиваться, опускаться. Если это процесс динамический, то это не патология. Время увеличения полового контакта можно продлить. Это требует определенной тренированности человека. Один человек может поднять гантелью 10 раз, а через месяц он ее может поднять уже 30 раз, а через 2 года он может поднять ее 300 раз. Если мы готовим себя к чемпиону Олимпийских игр по сексу, то этому надо учиться 4 года и заниматься ежедневно. И тогда будешь чемпионом и попадешь в книгу рекордов Гиннесса. А если серьезно об этом говорить, без рекордов, это нормально, да, то это требует определенной психологической подготовки. Поэтому пациенты, которые обращаются ко мне с этим, они получают психологический тренинг, психологическую тренировку, которая дает возможность управлять половым актом и увеличивать его на 1, 2, 3 минуты. Это реально. Это можно позволить себе такое. Но надо под этим обязательно смотреть и расстройства какие-то. Вот Олег Васильевич как раз часто сталкивается с тем, что может быть малейшее воспаление, которое резко ускоряет процесс, а мы его не видим. Надо делать анализ. И я дополню здесь этот вопрос. Значит, конечно, во-первых, психологический момент связано с регулярностью, частотой половых контактов. Если молодой человек, наш оппонент, еще не женат, не имеет регулярных половых контактов, естественно, здесь можно учитывать и это, списать на нерегулярность. Соответственно, идет редкие половые контакты, приводят к перевозбуждению и несдержанности. Это первое. Второй момент, нельзя забывать, конечно, о воспалительных каких-то состояниях половой сферы. Это простатиты, это уретриты, которые могут влиять как на ускорение семяизвержения, так же и на замедление, вплоть до невозможности семяизвержения. Это тоже другая сторона патологии. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться конкретно, обследуя пациента. Значит, первый исторический источник, который дошел до нас, это Камасутра, около 6500 лет назад. Индусы, жители Индии, Индостана, они уже практиковали это в своих религиозных обрядах. И Камасутра, насколько я помню, включает, по-моему, 69, первая Камасутра, 69 поз. Общее количество поз не ограничено и практически не поддается по счету. Я еще раз говорю, что основа получения максимального удовольствия и мужчиной, и женщиной, обоими партнерами по взаимодействия. Все эти позы доступны в библиотеках, на интернете. Можете обратиться к специалистам, можете обратиться в медицинский центр Кыргызской государственной медицинской академии. Мы с вами позанимаемся, объясним все, покажем на картинках и на рисунках, и вы станете прекрасно разбираться в этом.
выберите себе то, что захотите. Представьте себе, что вы пришли в кондитерский магазин, и там около 200 различных пирожных. Что надо сделать? Правильно, все попробовать, но не сразу, а постепенно. И выбрать то, что хотите попробовать второй раз, а потом третий. Жизнь длинная штука. Удовольствия и радости вам, друзья. Итак, если речь идет о мужчине, значит это яички. Да? Яички. Холодный или горячий орган, опять я делаю пример, привожу с носом, с рукой, с ногой. Яички – это тот же орган. И вопрос тепла или холода – это вопрос кровоснабжения, кровонаполнения, иннервации органа. Если постоянно, если хронически, если до той степени, что это мешает жить, ухудшает качество жизни, постоянный дискомфорт, то это, конечно, повод для обследования сосудов, именно той зоны, которая тревожит, проходимости сосудов и, возможно, исследование иннервации этого органа. Потому что, повторюсь, связано с иннервацией и кровоснабжением.